для себя. Не слышно, да? Так, вот так будет, да, лучше, наверное? Ага. Думали ли вы об этом перед тем, как ко мне прийти сегодня, или ничего не думали? Честно только. Что-то вспоминал. То есть какие-то, определили ли вы для себя какие-то для вас значимые моменты в аккордах? Не во всех, конечно. Не во всех, да? То есть некоторых выделили, в некоторых это не... Ну, проверим сейчас. Громче говорите, так, потому что у меня-то микрофон, а у вас только в начале здесь. Громко еще раз. Ну, ну вот это звучит уже, называется. Хорошо, это. Угу. Уменьшенный или полууменьшенный? Ты сказал полууменьшенный. Это я уже уловила. Значит, проверим, какой тест можно здесь использовать. Подскажи, Вась. А? Нет, мне сказать, как ты решил. Да, а вот как по звучанию решил? А, ты просто ноты услышался, да? Мы сейчас перепутаем. Это вот, между прочим, если сразу услышал ноты, значит, посложнее надо что-нибудь такое. То есть удвоение это я сделала, но тем не менее все равно расположение оказалось такое, что в септимой попало. Ладно, примем к сведению. Но сравним, тем не менее, уж я сыграла, так сыграла. Это, а если я играю, скажем так, что меняется? Понятно, что меняется не только бас, а другие голоса, но в ощущении будет, что более напряженный. Его тоже можно, конечно, громче сыграть. Но даже если от того же баса, если возьмем, он более сжатый. В этом тоже вы мне говорили о том, что он напряженный аккорд. Это вот вчера, между прочим, помните, для них это было близкое понятие, потому что здесь тоже мне сказали, что напряженный аккорд. Значит, если вот все-таки это где-то близко, больше надо развести. Больше, например, поработать с тем, что он более... Он именно усталый, он не столько мягкий, сколько усталый такой, потому что, ну, где-то более мягкий, конечно, потому что все-таки септима, она малая, но это как раз никакая не мотивировка, что септима малая, это ничего не значит, потому что мы же не ощущаем, малая она или большая, это информация. Да. Попробуйте еще раз посмотреть его, и буквально в то время, когда я играю, представлять себе, что он вот такой... Немножечко. Если у вас это действительно есть такое ощущение, что он такой вот чуть-чуть никнущий аккорд. Или его нет, или есть что-то другое. Давайте посмотрим еще раз. Или он для вас по-другому будет звучать. В каком аккорде будет больше движения? Во втором. Во втором. Хорошо, может возьмем момент движения тогда, а не напряжения. Вот давайте попробуем это. Скажем, смотрите. Здесь количество движения, да, внутреннее, и здесь. Слышно, что его больше? Вот, может быть, то есть методом проб и ошибок, видите, что в общем соглашаются, но видите, ну что-то не проходит. Пробуйте так, берете, меняете расположение, все равно вроде как они со мной соглашаются, но вы чувствуете, и я чувствую, что что-то это все-таки не их, и не конкретного человека, с которым вы работаете. Берите другую субмодальность и работайте с ней. Они совершенно по-другому закивали сейчас. То они из вежливости мне кивали, так сказать, ну, неудобно вроде как, идет открытый урок, там все такое. Вот. А тут они как-то естественно. То есть здесь, конечно, мера адекватности и то, что называется вот конгруентность, когда мы знаете, когда человек просто радуется чем-то доволен, и он естественным образом это выражает, а когда он из вежливости говорит, да, у меня все хорошо, спасибо, или же все замечательно, видно, как он это говорит, и абсолютно то же самое здесь в реакциях. Это нужно просто различать. Они не всегда, причем это не в том смысле, что кто-то там искусственно что-то делает, просто ученик сам может этого не замечать. Ему кажется, что да, вроде бы, но на самом деле это не его решение, а мое, например. То есть я беру и навязываю, что я сейчас сделала. У меня возникла идея, а не навязала ли я им лишнее значение, которого они не чувствуют. Раз, два, я задала вопрос и не получила реакции такой, которая меня бы устраивала.
То есть, если бы я хотела бы доказать самой себе, что я делаю правильно, и моя методика самая лучшая в мире, то я бы не обратила на это внимание и стала бы это выжимать. Но совсем как раз не в этом дело. Почему я говорю, что вот работа должна быть очень аккуратная? Я посмотрела, что я попала не на ту субмодальность. Вот для этой группы, для другой бы это было совершенно, например, вписалось бы абсолютно. Здесь нет. И поэтому каждый, между прочим, курс, каждый поток, даже как каждый урок, он немножко разный будет. И это как раз и хорошо, потому что здесь нет этих моментов стандартных наклеек, о чем мы, кстати, вот говорили относительно там жирафы, октавы и так далее. Это немножко может быть подвижно, хотя бы потому, что у нас много инструментов, много разных субмодальностей. Ладно, взяли. Больше движения, да? А вот теперь поигрались, нашли такой момент, где они точно совершенно, как представляется мне, как представляется вот группе сейчас, вроде бы попали. Вроде да. Посмотрим, как пойдет. Значит, сейчас вы послушаете уменьшенный, да? Вы про себя говорите, что это уменьшенный септаккорд, и представляете себе вот это вот, я не знаю, движение, как вы его представляете, это он сам может двигаться, внутри него что-то может перемещаться, да? То есть то, как вы вообще представляете себе движение и какую-то внутреннюю вот такую, и направление этого движения внутри, какое угодно для вас может быть. То есть, еще посмотрим. То есть они не просто слушают это звучание, они сейчас мне ничего не должны сказать, они должны просто этот процесс пережить. И теперь, вот почему, в частности, вот я не хотела, чтобы они сидели к вам спиной. Отчасти вы можете тоже на это обратить внимание, где находятся глаза, в какой зоне. Значит, если мы сейчас занимаемся чем? Вопросами кинестетики, движения, ощущения, давления, то почти у всех, мне это было яснее видно, ваше внимание просто обращаю на это, почти все переживали внутри, то есть они все немножко в пол смотрели, но не совсем. Вот ярко-визуальный Вася, он по жизни визуал, просто вот у него все параметры такие визуального человека, который мыслит картинками. Он даже в этой ситуации все спроецировал на картинку. Я не спрашиваю тебя, что в это время ты видел, но там был процесс совершенно визуальный. Можешь даже рассказать. Не запомнил сам. Вот. Значит, это, пожалуйста, это все равно, если есть результат. А если почему-либо вот ученик после этого говорит, вы знаете, ну не могу я почувствовать это, тогда, может быть, нужно, я уже говорила, изменить паттерны глазных движений, просто в данном случае, наоборот, не вывести вверх, когда для визуального, нужного визуального восприятия, а наоборот, увести вниз, потому что кинестетика внизу у нас, если помните. А аудиальная линия по центру, не по центру, а посередине глаз. Итак, еще раз, все то же самое. Мы делаем просто склейку, мы ставим якорь. Уменьшенный септаккорд, наполненный движением куда-то вот. Нет, вы сейчас делаете так, как вы делаете. Вы начинаете думать, куда вы смотрите, это не то. И это уже издержки вот этого самого. Понятно, что на уроке вы не комментируете такие вещи, вы просто смотрите. Да, а у нас сейчас все немножко понарошку, поэтому здесь как раз мы отчасти играемся. Ладно, смотрим другой аккорд, который у нас был. Это полууменьшенный или малоуменьшенный квинты, да? Вот для себя определите степень движения в нем. А самое главное, определите меньшую степень движения, коль скоро мы делим это по этому признаку. Вот так и так. Может быть, он чуть-чуть более выдержанный, может быть, темп движения, другое движение может быть. Просто, может быть, представить себе другой внутренний темп движения. Еще примеры. Освежили звучание, потому что уж очень мы ко второй ступени привязаны всегда. Дальше. Все это один и тот же аккорд. Это все в одном и том же варианте. Это. Что я изменила? Что изменилось? Так, напряженность изменилась. Так, а еще что? Какой аккорд по звучанию? Какой это аккорд получается? Уменьшенный. Сразу получили ответ, если перешли на обычный вариант. Значит, мы, опять же, я говорю, мы специально набираем трудностей лишних, чтобы им было немножко даже труднее, именно чтобы все-таки не было
мгновенного опознания по структуре. И опять же, что важно, чтобы знали и ученики, и педагог сам, что мы не добиваемся, то есть не наша задача быстрее, чтобы они и правильно сказали. Задача такая, чтобы у них внутри этот процесс завелся. И я уже вчера говорила, и сейчас говорю, процент вот ваших правильных ответов сейчас меня, в общем, мало интересует. Меня интересует, что у вас был, не просто вы вообще помечтали бы и что-то все равно по-своему сказали, а вот этого не нужно. Вот. И это связано, потому что они всегда привыкли, что самое главное правильно назвать. Так, это что такое за аккорд? Большой минорный. Правильно? Да. Вот здесь пока такое минимальное удвоение с тем, что у нас это сохранилось. А это что за аккорд? Ага. Я бы хотела, чтобы все только говорили бы. Полууменьшенный. Вы так его называете? Полууменьшенный, да? То есть, а как? Смешанный вид. Ну, все равно, в общем, главное, чтобы вы понимали. Ладно. Так, хорошо, это что такое? Если я так сыграю. Какой группы аккордов? Ну? Что он хочет? Вспоминайте. Хочет разрешиться, значит, это малый мажорный, потому что малый минорный, здесь совсем другие ощущения. Да, малый мажорный. Ну, мы немножечко говорили об обращениях, помните, под конец, но не смотрели это, на практике. Давайте посмотрим обращение. Естественно, опять же, это все, конечно, декорация, в том смысле, что это нужно отрабатывать. Это понятно, мы делаем рамку как будто бы мы это сделали сейчас, потому что у нас других возможностей нет. Еще раз только для этого повторим. Значит, у нас есть большой мажорный, яркий какой у нас был, динамичный и очень энергичный аккорд, да? Малый минорный это какого характера? Спокойный, расслабленный. Какой он там был? Мягкий, да? Какой он был еще? Тусклый. Да, тусклый. Тоже почему? Теневой, тусклый, хорошая характеристика. В отличие от него, малый с уменьшенной квинтой, по цветовому параметру что добавилось? Давайте там возьмем. Светлее, темнее, что он стал? Было так, так? Вы ничего только не думайте, вы просто берите и говорите. Он просто стал темнее. Нет тут никакой научной обработки, понимаете, чтобы сказать что-нибудь такое, чтобы все вообще упали бы от вашей эрудиции. Совершенно не требуется. Просто вот то, что есть, и говорите. Главное, что говорите быстро, потому что если вы начинаете обдумывать свой ответ, это вообще другое получается. Ответ должен быть спонтанный, какой бы он ни был. Угу. Это был темнее, да? Значит, помните, мы говорили, что если у нас большой минорный, то это такой немножко конечный результат. По-моему, мы так об этом говорили, что особенно бежать некуда. Уменьшенный, мы сами остановились на том, что больше движения в нем, да? Ну и напряженность, конечно. Есть такое? Да, а что здесь с геометрией с уменьшенным? Вот еще какой, между прочим, параметр можно посмотреть. Вася. Форма какая геометрическая у него? Ну, круглый, овальный, там, я не знаю, остроугольный, какие еще там. С острыми углами что-то? Да, что-то, наверное, с острыми углами. Тоже можно посмотреть. Может быть, если мы возьмем этот аккорд и аккорд, скажем, такого плана обращения, может быть, здесь углов поменьше. Малый с уменьшенной квинтой, а это уменьшенный, больше углов. Можно и этот параметр взять. Тоже, опять же, если вы работаете, почему я у Васи спросила? Потому что у него ярко-визуальные наклонности, он совершенно точно скажет визуально более четко. Может быть, для него это будет характерно, может быть, ему определять в кинестетике самому не очень удобно. Это смотреть надо. Хотя тут нет таких больших граней, потому что предпочтительная система – это предпочтительная, но мы все равно, конечно, упражняемся и даже иногда лучше развивать ту систему, которая изначально не заложена в качестве ведущей. Ну, это уже смотря, какие цели вы преследуете. Так, это у нас что такое было?
как угодно дальше продолжать даже. Потому что это уже все. Дальше можете добирать, хоть так звучит. Потому что основной принцип у него что? Не наш. Не наше пространство. Почему нет? Хорошо. Не наше пространство. В отличие, это наше пространство, только там ничего хорошего нет в этом пространстве уже. Немножко разница. Так, обращение посмотрим. Посмотрим обращение. Например, возьмем старый добрый доминант-септаккорд. Значит, какие здесь моменты чисто практические? Во-первых, отдельно, конечно, взятые аккорды, и потом, когда у нас идут последовательности гармонические, то не всегда ясно, например, через что делается отклонение, скажем. То ли мы отклоняемся, то ли мы делаем так. Когда это сопрано, там, конечно, в тесном расположении, без гармонических вариантов, там более-менее понятно, потому что мелодия за себя сама говорит. А здесь, какой принцип здесь может быть? Вот, скажем, если я играю, вот у нас тоника, да, я делаю такое разрешение. Итак, а бас одинаковый, как это по басу? Тогда помоги мне понять, что такое определить вид по басу. Вот я сделала так, да? Что ты делаешь? Ты берешь бас, так, дальше. На седьмой ступени строится квинсекст. А я не играю квинсекста, вот понимаешь, в чем дело? Так, а я хочу понять, как ты различаешь этот вариант и этот. По басу как раз нельзя различить, и это то, что обобщает их. Потому что и тот, и другой строится на седьмой ступени. Вот как это сделать? Очень типичный пример, когда отклонение чувствуется, доминанта чувствуется, какой аккорд в цепочке. Некогда там высчитывать. Цепочка сыграли и ушли, этот кусочек просто прошел. Ну, конечно, по требовательности это отклонение. Всегда уменьшенный септаккорд, буквально тут можно усилить эту метафору, он обращает на себя внимание. Мы отклонение это не очень слышим. Мы слышим что? Мы слышим линию здесь, а это почти что, так сказать, так вот не слышно. А здесь он буквально вот так на себя внимание оттягивает. То есть, когда у вас или четырехголосный диктант вы пишете, или же вы слушаете последовательность, может быть, мы что-нибудь сейчас посмотрим в этом плане. И надо, во-первых, заранее знать парные аккорды. А парные аккорды действительно, уменьшенный септаккорд – это квинсекст, соответственным образом уменьшенный квинсекст аккорд, терцкварт аккорд, еще пара, связанная с уменьшенным, она более редкая пара. Почему? Потому что хотя нет, ну тоже возможно, просто здесь еще и дополнительный есть вариант разрешения трезвучия. Уменьшенный терцкварт и секунд-аккорд. Вот. И особняком стоит уменьшенный секунд, потому что он фактически только в доминанту переходит, с ним особенно даже работы нет. То есть вот на трех ступенях, на седьмой, на второй, на четвертой идут парные аккорды. И их как отдельную трудность, вот когда вы проходите гармонический курс гармонического сольфеджио, просто надо смотреть по первому напряженности тяготения, и по второму по метафоре, потому что он действительно на себя внимание забирает в цепочках. То есть если вы обратили внимание на то, что там было отклонение, просто что оно там было, значит, скорее всего, там был уменьшенный. Если вы так услышали, что вообще вы перешли в другую тональность, вообще отклонились, но непонятно через что, то, скорее всего, это было обращение доминант септаккорда. Если вы не запомнили точно, ну как-то выходить из положения же надо, педагог уже спрашивает, а вы не помните, значит, хотя бы это должно работать. Память на ощущения. Но мы сейчас к обращениям все-таки вернемся. Вот давайте посмотрим все разные примеры. Мы говорили вчера о том, что квинсекст аккорды наиболее какие? Мягкие, наиболее... Не то, что мягкие, это не совсем точно. И вообще вот здесь мы вторгаемся в довольно не бесспорную область, потому что оспорить это очень легко. И контекст, и громкость, и все что угодно могут быть другие. И опять же, что нам, бедным, делать? Нам, с одной стороны, надо какие-то эталоны поставить, которые потом, они будут размываться. То есть вот здесь вопрос, который практически всегда возникает. А вот как же так, если все это будет в другом и в жанровом, там, ритмическом контексте?
Конечно, будет. И, конечно, но опять же, если у нас зацепок никаких не будет, то мы так никогда ничего вообще не усвоим. Это уже дидактика. То есть мы не можем сразу начинать с разнообразия одного и того же аккорда, что он всегда будет звучать по-разному. Невозможно, мы не можем выучиться так просто. Это все равно, что вот когда педагоги учат постановки, например, скрипичные педагоги, они учат классической, ну, русской, скажем, в школе принятой постановки. Ни один скрипач потом практически ее не выдерживает. Каждый приспосабливается играть по-другому, в зависимости от конфигурации рук, там, ну, от очень многих это причин зависит. Никто не играет правильно, грубо говоря, но играет правильно для себя. Но если мы изначально будем учить неизвестно как, мы получим неизвестно что. Поэтому здесь вот этот момент, он вообще немножко такой, как вам сказать, вот это на интуиции проходится, потому что доказать это очень трудно, и описать тоже. Итак, квинсекст-аккорд. Он не просто мягкий, он немножко такой вот слабенький, энергетический. Давайте просто поиграем. Тут даже не очень много нужно говорить, потому что так абстрактно непонятно. Давайте посмотрим. Вот у нас доминант септаккорд. Понятно, что у него акустический тон совпадает с басом, и поэтому он такой фундаментальный достаточно, как любой септаккорд. Вот я делаю разрешение. Ну, во-первых, с доминант септаккордами работают абсолютно все, с другими там аккордами меньше, уж через это все проходят и школы, и училища. Поэтому что здесь есть? Он, во-первых, слабенький, во-вторых, он немножко такой сжимающийся, потому что у него особенности, водный тон-то поднимается, и аккорд так или иначе немножко как бы поджимается. Слышно ли это? Вам слышно это? Когда это тесное расположение, это еще более наглядное. Такая, вот тут, пожалуйста, для детей любая метафора подойдет. Какая-нибудь скромная серая мышь, опять же, если с мышами все в порядке. Не обязательно мышь, естественно, что-нибудь такое маленькое, такое юркое и незаметное. Да. Если вы хотите отрабатывать именно тип квинсекст-аккорда, а не функцию, тогда нам ничего не поможет, что он на водном тоне, потому что вы внимание на водный тон оттащите, а аккорд будет другой на другой ступени, у вас эта почва-то и уйдет. Поэтому здесь можно говорить о водном тоне, если вам нужно в этом контексте. Если вы говорите о функциональном тяготении, тогда, конечно, мы уже говорили о различии доминанты и субдоминанты. Давайте посмотрим, как это звучит в других примерах. Итак, это разрешение квинсекст-аккорда. Более серьезное, более солидное разрешение. Если мы берем малый минорный, сам все аккорд более мягкий, менее требовательный к тяготению, да? Более спокойный. Значит, вот его квинсекст-аккорд, послушайте. Смотрите, вот аккорд. Посерьезнее немножко, да? Смотрите, что я с ним сделаю на одном басу. Что изменилось? Какой параметр изменился? Ну, мягче, жестче, вот эти вещи, например, напряжение, помните? Еще раз послушаем. Есть такое. Это септаккорд, да? Я играю квинсекст. Какой он стал? Септаккорд более пустой. Более? Пустой. Более пустой. Это квинта, наверное, так, да? Так, а какой будет квинсекст-аккорд в твоей паре? Квинсекст-аккорд. В нем краска появилась, он чуть-чуть поярче стал. Он поярче стал. Ага. Значит, правим сразу же, конечно, у меня в этом расположении, проверяем. Смотрим так, например, берем септаккорд. Между прочим, уже погуще, да, сам септаккорд звучит. Есть такое дело? Давай, а если так, я взяла дальше. Какой параметр изменился в большей степени? Он посветлее стал, помягче. Есть такое, Оля? Есть. Больше говорите. Мы от вас как раз этого ждем. Не просто, что вы слушаете, потому что это и интересно. Так, он помягче, он поспокойнее. Он действительно поспокойнее. И тут второй возникает вопрос, потому что он же ведь на самом деле, если мы берем аккорд уже функциональный, ре, фа, ля, до, да, то ведь какая получается здесь разница, какой диссонанс возникает в понятийном отношении? Это ведь в большой степени просто субдоминанта с секстой, да? И основной тон акустический у него ведь не ре, а фа в этом расположении, потому что действительно здесь вот это
опора, не во всех расположениях, в этом расположении так не звучит, он другой. То есть с квинсекст-аккордом малого минорного мы изучаем двойственность ощущений. Так же, как уже говорила вчера, большой мажорный, который тоже дает двойственность. И когда вы проходите в большом мажорном, например, секунд-аккорд, он вообще у вас звучит, вот это и вылезает очень сильно. Он звучит как ми-минорный кварт-секст-аккорд с секстой. То есть, когда вы проходите обращение септаккорда, вы никуда не уйдете от двойственных и значений, и чисто функциональных, и просто на слух, потому что это квинсекст-аккорд малый, минорный, его обращение, с одной стороны, это его обращение, с другой стороны, совершенно другой аккорд. И звучит он, конечно, мажорный, а говорить надо малый минорный, и это тоже мешает, потому что слышно мажор, а говорить надо, и надо будет говорить маломажорный. А вы будете думать, что они имеют доминант септаккорд, а вовсе не это. Ему кажется, что ученику, что это мажор и все. Так, дальше посмотрим. Какой у нас аккорд получился сейчас? Громче. Да, полууменьшенный, конечно. Полууменьшенный. Вот он такой немножко с напряжением, как вы говорили, да, но менее подвижный, чем уменьшенный. Ну, горьковатенький такой, есть такой, темноватенький, мы еще сказали, что потемнее он. Так, опять же, я беру их характеристики, у меня свои, скажем, на языке вертятся свои, но я их, в общем, сдерживаю, потому что они ни разу не сказали этого, значит, этого просто и нету. Или есть, но мы не успели, скажем, серьезно проработать. Посмотрим его квинсекст-аккорд. Поприличнее звучит, между прочим, так, погорше, он более горький. Он жалостливо звучит. Он жалостливо звучит, да? Вот, значит, он будет жалостливо звучить. А жалость – это что такое? Это чистая метафора, потому что в жалости там много всего, в том числе, что еще есть фонетический жалость, там жалеть, жалить, там острота, конечно, есть даже вот такая фонетически, потому что есть рядом другое слово. Мы об этом не думаем, но это есть. Так, более жалостливый. А это какой? Более конкретный, он бытовой до невозможности, и это почувствуют все, потому что вот с такой вот какой-то бытовой, обеденной такой, я бы сказала, интонацией, чуть сниженный, как мы вчера уже говорили, потому что у него есть, опять же, почему акустически это получается? Ну, минорное трезвучие с секстой, оно и вылезает. Значит, квинсекст-аккорд и здесь получается так немножечко мягче, да, только с учетом того, что у него база жалостливая, а не такая, вот, как была мягкая, спокойная, комфортная, у малого минорного. Так, это были у нас малые септаккорды, 3, да? Большие септаккорды. Вот у нас понравившийся вам большой мажорный, который вы так сразу опознали. Хорошо. Кстати, всегда так бывает, они ярче. Всегда возня с малыми в большей степени, особенно малые с уменьшенной квинтой и малый минорный. Здесь дело прежде всего в том, что они в одних ступенях находятся. То есть они функционально все время находятся в конкуренции, одно и то же. Они и проходят их как один аккорд, потому что он проходится в школе, как проходится? Просто как септаккорд второй ступени, и вот здесь остается что-то одно и то же. Тоже установочные, они совершенно разные, но в голове они что-то такое общее, потому что одна функция. Хорошо, большой мажорный. Смотрим, как звучит квинсекст-аккорд. Вот смотрите, у нас была характеристика светлый, немножко такой острый, с движением вверх, да, немножечко, было такое, правильно? Что можно о нем сказать, о квинсекст-аккорде? А? Сухой. Интересная, между прочим, характеристика. А почему? Сухой в каком смысле? Сухой потрогать или сухой скушать, это как? Это чуть разные вещи. Для тебя как это? Сухой на слух, это чистая синестезия, да? А так не бывает, сухой на слух. Что-то имеется в виду. Опять же, я уже говорю, хорошо, когда ученики начинают мыслить синестезиями, и есть специальное упражнение даже для выработки вот такого развития синестезии. Мы не будем этим заниматься, потому что оно не чисто сольфеджийное, просто время не на это. Сухой на слух. Ну хорошо, пускай будет сухой на слух. Да, а почему сухой там? Есть вообще, мы понимаем, в чем тут дело, что здесь.
Вот в нем жесткость, что имеется в виду? В нем жесткость самого септаккорда умножено на то, что квинсекстаккорды, с одной стороны, слабенькие энергетически, потому что бас уходит на терцию, а с другой стороны, бас, когда стоит на терции, мы сейчас сделаем вираж на младшую школу и посмотрим, как это делается на секстаккорде вообще, потому что то же самое. Секста, на самом деле, мы считаем, что... Не секста, а терция. Секстаккорд, я имею в виду, или квинсекстаккорд, то есть первое обращение, у них бас прорезает звучание. И этого нет в квартсекстаккорде. Вот от этого сухой мы сделаем сейчас отступление именно потому, что очень показательно. Вот смотрите, мы проходим трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд. С трезвучием более-менее все в порядке, потому что он устойчивый, бас достаточно фундаментальный, тяжелый, как бы мы его ни брали, опять же, куда ни крути. Кварт-секстаккорд, значит, путаются, между прочим, обычно трезвучие и кварт-секстаккорд больше, чем что-либо другое. Почему? Отчасти вчера тоже этого касалось, потому что есть акустическое ощущение, что там где-то завалялся бас. Просто из обертона. Это второй, то есть третий обертон начинается. Поэтому, вопреки тому, что во всех учебниках гармонии написано, что кварт-секстаккорд неустойчивый и диссонантный аккорд, это не совсем так. Почему? Он диссонантен, когда он находится где? Ну, когда он в работе, в деле, когда он действительно двойное задержание, и имеется это в виду это в первую очередь, когда мы не используем свободные кварт-секстаккорды. Мы их вообще не используем, а в тональности не используем. То есть, то, что функционально, он произошел действительно от того, что он двойное задержание к доминанте. Но это не имеет, опять же, никакого отношения к его собственному звучанию. Между прочим, такой же вопрос, как вопрос вот был о ритмических этих самых слогах. Ти-ти-та-та. Это просто про другое. Это вообще другое. Сам-то он очень мягкий, пушистый и немножко такой вот подвешенный. Посмотрите, как он звучит. Вот так вот. Пышненькое такое звучание. Можно громче сыграть, будет более насыщенно. Бас нас не бьет абсолютно, он вообще почти не ощущается. Так, что-то такое обволакивающее. Чувствуете? Послушайте. Он немножко такой целостный, да, аккорд. Посмотрите, что происходит с секстаккордом, я на этом же басу возьму. Прорезает, как этот самый, знаете, что-то острое такое. Секстаккорд и любые первые обращения, которые в басу имеют тон терции, на самом деле очень жесткие. По отдельному звучанию, естественно, он в тональности будет звучать более устойчиво. Так это просто разно, устойчиво функционально и акустически. Поэтому первое обращение действительно, это я зацепила за слово «сухой». Это и имеется в виду, потому что он такой не только сухой, у него там еще заноза есть в этом вот сухом дереве, я не знаю в чем, посмотрите. Опять же, можно было сказать острый бас имеющий, и он будет его иметь, когда вы проходите квинсекстаккорд и секстаккорд. И хотите подчеркнуть их, опять же, общность, их можно объединить. Но когда вам придется разбираться, так это звучит или так, то вы найдете разные вещи. От чем отличается этот аккорд и этот? Я специально оставила сопрано. Чем он отличается? Я не имею в виду, что там какая-то нота добавилась или убавилась, вы понимаете, да? Чем он отличается? Чем трехголосный аккорд отличается от четырехголосного? Вопрос. Тяготений? Ну ты имеешь в виду, что септиум появилась? Да, конечно, больше, естественно. Но а если я не разрешаю, а вообще отдельно? То есть я в данном случае, конечно, совершенно точно спровоцировала ответ, потому что я именно это и указала. Но можно это и убрать. Когда просто нет времени слышать, а сколько же там голосов. Так как различить трех- и четырехголосный аккорд? Они очень похожи. Это будет так или это будет так? Или это будет так? Действительно, тяготение здесь есть. Уберем тяготение. Возьмем не малый, а большой мажорный. Чем отличается? Или возьмем, например, такой аккорд, скажем, и такой. Я специально сделала другие удвоения, даже терцию здесь. Плотностью. Чего не переберем, все похоже на самом деле, а вот плотность разная.
И степень там размытости может быть. Скорее, вот, значит, если это кинестетик, то для него плотность будет существенна. А если это визуал, то для него будет это так же важно, как чистое и грязное стекло, понимаете? Но не с точки зрения того, что грязное, оно будет немножко вот размытое. И это не то, чтобы считать 4 или 3 звука, если их больше, их считать трудно. Понимаете разницу? Не просто понимаете, а чувствуете ли или видите вы ее. Я говорю, понимаете, понимать – это абсолютно не сенсорное слово. Если они что-то понимают, это не значит, что они это чувствуют, видят, представляют. Это вообще другое. Итак, трехголосие. Скольки голосие? 4. Так. Трехголосие, хотя количество, естественно, звуков разное. То есть степень плотности другая. Значит, от чего мы пришли сюда? Мы взяли, нашли общее, посмотрели, что первое обращение действительно сухой бас и острый, а потом посмотрели, что общего между этим и этим, а потом посмотрели обязательно различия. В зависимости от того, что вам надо, вы это делаете. Это первое обращение. Точно так же мы получим в большом минорном, если мы берем. Он и так-то не подарочек. Все те же качества на самом деле. Он легче, он с точки зрения баса, вот эта прорисованность баса, да, такая графическая, посмотрите. Чувствуете, он такой торчащий немножко. А если не очень чувствует, значит обратить внимание надо и несколько раз потренировать, чтобы это ощущение было. Просто направить. А? Какой? Вес другой. Конечно, очень важно, потому что здесь он просто обертоновый вес получается другой, потому что здесь уже основной тон с басом не совпадает. Да. И, соответственно, вот мы смотрим так все септаккорды. Что полезно делать дома? Сейчас посмотрим другие обращения. Что полезно делать дома с точки зрения тренировочной таблицы? Потому что, ну, они там приходят на сольфеджио там 2 раза в неделю, да, занятия обычно. И, конечно, между ними какая-то должна быть тренировка. Что удобно, что я советую сделать и вам тоже. Ну, например, если берете ре, фа, ля, до, беленький, потому что ничего нет, и выписываете во всех расположениях, скажем, ну, у септаккорда, если вы проходите неполный, ну, можете писать, но обычно его не проходит, а что можно сделать, скажем, строчка, мелодическое положение примы, терции, квинты, то есть на одну строчку получается 1 септаккорд, и выписываете, соответственно, дальше у вас 2 варианта терции, 2 варианта сексты, 2 варианта септимы, квинты, в смысле септимы, дальше квинт-секст-аккорд вы пишете, можно его от фа написать, можно от ре, от чего угодно, и у вас на страничке получились все варианты: септаккорд, квинт-секст-аккорд, терц-кварт, секунд-аккорд, только на этом звучании. Даже, может быть, это проще. И прочерки будут там, где, естественно, у вас удвоение не получается. Там, скажем, понятно, да? Вот. А потом, какая работа здесь? Именно это для домашней, это такая, я бы сказала, тренажерная таблица. Для домашней работы. Вы сравниваете эти обращения, вы можете это делать по горизонтали, вы можете делать по вертикали, а дальше вы имеете вот такую корректировочную строчку, где вы пишете, значит, ре, фа, ля, до, дальше ре, фа, диез, ля, до, то есть на написанном ре, фа, ля, до вы просто в памяти, ну, так же, как мы знаки тональности держим, добавляем фа диез, и все это играем с диезом. Потом все это вместо диеза играем с ля бемолем. Просто это расположение именно ре, фа, ля, до очень удобное, потому что, ну, добавляется легко и убирается. Соответственно, ля бемоль, до бемоль будет уменьшенный, и там абсолютно одной строчки хватит, потому что все обращения звучат одинаково, естественно. С до диезом, большой мажорный, большой минорный. Ну, если вам нравится, просто обычно в обращениях как-то никто с ним не работает, можно остановить, только посмотреть. И потом добавляем уже на старших курсах, например, фа диез, ля бемоль, вот такую альтерацию, потому что ее больше не из чего создать. И работа идет, либо мы сравниваем горизонталь, либо мы сравниваем вертикаль, или мы делаем вот так уже дальше на выбор, переводя аккорды, скажем, взяли такое расположение,
слушаем, даем характеристики, скажем, такой-то, 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 собственные, естественно, проговариваем, как он называется, обязательно, потому что очень часто бывает вот по закону собаки, который все понимает, но сказать ничего не может, и на экзамене бесконечно. Но этот вот, который тот самый, вот, ну как его назвать? То есть это должно быть отдельной трудностью, потому что сказать трудно, особенно когда проходит альтерированная гармония. Дважды увеличенный терцкварт-аккорд двойной доминанты скажет не каждый студент без аудиальной подготовки. Трудно. В альтерации особенно. То есть это совершенно не слуховая трудность. И такая тренировка может быть. И на этой табличке тренируется с одной стороны целостное слышание, качество аккорда. И там у вас получается, скажем, возможность сразу сравнить, например, все септаккорды или все квинсекстаккорды, поменяв один звук. А второй путь этого же самого развития абсолютно аналитический, о котором, конечно, не нужно забывать. Когда поются по голосам, когда поются там бас, перекрестно, как угодно, четырехголосные, все те примеры, которые обычно есть. Терцкварт-аккорд. Начнем с этого. Уже касались того, что у него есть вот это движение как на разрыв, или же какие-то более, я не знаю, насколько в вашей местности это актуально, но есть такой вот, как он называется, типа бешеный огурец, что ли, он на него нажимаешь, он вот так выстреливает. Это обожают все дети, я не знаю, как это растение называется. Представляете себе, что это такое? А как он называется? Ну, понятно, с ботаникой у всех проблемы. Неважно, это совершенно кинестетическое ощущение, когда ты на него нажимаешь, на этот стручок, а он так вот не просто рассыпается, он как салют. Если есть такое, конечно. Если этого в практике нет, значит, можно что угодно другое придумать. Вот. То есть смысл то, что вот идет изнутри вот такое движение. То есть терцкварт-аккорд наиболее динамичный аккорд из всей этой семьи септаккордовой. Если квинсекс как раз он больше склонен либо сжиматься, либо быть таким смягчающим обстоятельства в этом аккорде, то терцкварт их усиливает. Вот если есть яркий аккорд, то он это и усилит, эти качества. Там есть и жесткость, и сочность, и энергичность, и, в общем, такой позитивный достаточно аккорд, но жестковатый. Требовательный, можно сказать. Сравните. Поспокойнее, хотя действительно суховатый. Посочнее, верно, хорошее, между прочим, сравнение, можно, между прочим, с ним поиграться, но подинамичнее. Как? Граней больше, а может быть и граней больше, сказал абсолютно визуальный человек тоже. Граней больше, тогда в этом плане он более плоский. Правильно? Я тебя поняла. Понимаете, в процессе, вот я, например, об этом бы сейчас не подумала, у меня такой ассоциации просто не было. Я была сейчас вся сосредоточена, между прочим, на кинестетике, пока я им выдавала. В это время у них свой процесс идет. Они со мной совершенно, кто-то согласился, а кто-то не согласился, параллельно подумали и сказали про грани больше, хотя у меня слова даже такого не было. Я вообще наводила-то их на что? На вкус, на какие-то такие вот хрустящие особенности. Это, к примеру, того, что обязательно вылезут собственные предпочтения. Я услышала, мне оказалось интересно, я прикинула, как это может быть визуально, поняла, что у меня это вот так вот сработает, и дальше мы сразу нашли пару, что он более плоский. Это абсолютно автоматически, это такие как бы инсайты, которые мгновенно у вас будут на уроках происходить, вы это за секунду не будете знать ничего. Очень интересно само по себе получается, и каждый раз по-разному, верно? Может быть, граней больше действительно. То же самое крутим его вот по этой самой табличке, смотрим, как он звучит. Дальше, если мы берем звучание малого минорного, мы сказали, что он такой немножко затененный, да, более тусклый аккорд. Опять же, берем те метафорические значения, которые в группе актуальны. Вот у нас был, да, более тусклый такой аккорд, более мягкий, более спокойный, правильно? Значит, вот он более спокойный. Напоминаю вам такую лапочку, киску, квинсекст-аккорд мягкую, потому что основной тон переместился немножко здесь. И берем терцкварт. Какой он по отношению к всей семье аккордовой? Какой он будет? Еще раз. Септаккорд. Да? Терцкварт. Что меняется? Значит, для них эта задача на самом деле очень трудная. Почему? Вот это очень тонкое различие уже.
И это они второй день здесь сидят, и все на них, в принципе, конечно, в нормальной среде это все готовится чуть-чуть больше, потому что они как минимум должны быть готовы к таким различиям. Еще между этим и этим там более-менее понятно, я имею в виду. А внутри, и все-таки попробуем, давайте все вместе попробуем. Как бы вы сказали, это и это. Какая разница? Ваши варианты. Трудные задачи, действительно не самая простая. Как различить? Что общего-то много, это мы слышим, но нужны эти различия. В чем разница? Это так или так? Или так, соответственно, или так, скажем, такое расположение. Есть варианты у вас? Кто объемный, кто плоский? Попробуем. То есть давайте попробуем взять пару и проверить, пойдет или не пойдет. Еще раз. Кто объемный? Терцкварт, пообъемнее, да? То есть взять ту пару и фактически ее сюда перетащить. Попробуем. Насколько это для вас актуально? Это объемный, а это плоский. Они могут не ответить, по глазам можно уже видеть, они согласны или нет, они не согласны. Они так, знаете, это называется «не въехали», то, что они подумали. Точно? Было такое? Ваши варианты? Не характерно. Может быть, это характерно для кого-то другого. То есть, опять же, вот тут, как вам кажется? Попробуем сделать почище, чтобы у нас бас совпадал, потому что разные по регистру. Возьмем так, например, такой вариант, да, и такой вариант. Значит, когда вы работаете с этим материалом, конечно, очень полезно, чтобы перед глазами эта табличка с субмодальностями была все время, потому что каждый раз из головы, особенно когда этого еще нет там в голове много, это все изобретать, это же надо в слова еще как-то облекать, неудобно. Конечно, это по идее должно быть просто перед глазами, чтобы заглянул и на что-то наткнулся, на какое-то сопоставление. У вас более сложная задача. Ну, давайте мягкость, жесткость, давайте здесь посмотрим. Такой параметр, такой параметр. То есть, если само не получается, предлагайте пары и смотрите. Знаете, как можно? Первый просто одеть легкое платьице, а на втором уже там более теплая кофточка. Так. Еще раз, значит, первый который? Первый это септаккорд был, да? Так, септаккорд что? Чего на нем? Еще раз второй сыграла. Теперь вместе. А теперь как вместе? Одновременно, в смысле, один, потом другой. Давай. Так, один такой, второй такой. Вот, первый, который сыграли, он был в платьице. Так. А второй был уже более тепло укутан. Так, значит, что это означает? Нас интересует не кофточка, конечно, а это что-то обязательно означает метафорически. Какова глубинная структура этого самого дела? Ведь что-то это. Почему я говорю, поэтому должна быть любая ассоциация. Можно сказать по-другому, он чуть тяжелее, да, он давит слегка. То есть, вот она сейчас сама начала переводить сама себя. Совершенно верно. То есть ее интересует степень плотности, интересует степень глубины и фундаментальности такой. Да, он такой поплотнее, да. Этот поспокойнее, конечно, будет, потому что, естественно, кварта, значит, почему здесь такое идет? Жесткая кварта, которая вылезает у всех терцкварт аккордов так или иначе. Если это мы еще добавляем тут немножко на разрыв, но терцкварт аккорд будет более плотный, совершенно верно. То есть в конечном итоге, кстати говоря, тоже интересный момент. Посмотрите, есть такая зона, когда вроде бы ничего не придумывается. Так, зависли, в чем педагог начинает зависать, ученики начинают зависать, а потом вдруг возникает совершенно какая-то идея, а потом по идее, дальше мы опять же сократим, по кругу пойдет, они начинают сыпаться, потому что мы подзавели просто полушарие. Если они пришли у вас с другого урока, например, из какого-то, или вы их выдрали из процесса совершенно левополушарного и пытаетесь в это загрузить сразу, не переключаться, нужно обязательно подстроить полушарие, потому что как подстроить, как угодно, через метафорические представления, через, по принципу, а на что это похоже? Это похоже на то есть мы включаем другую систему мышления, не логическую, переключить. Если к вам пришла группа, которая загружена чем-то таким другим, откуда-то, или вообще от педагога, который занимался совершенно по-другому, это вопросы смены стиля тоже, например. Не надо это делать сразу, ни в коем случае, потому что,
трудно это будет сначала. Хорошо, то есть идея понятна. То есть он более жесткий будет, он будет жесткий везде. Но здесь он такой, это вполне такая приятная, так сказать, одежка. Может быть, мы могли бы уточнить, может там вообще кожанка имеется в виду такая. Может быть. Но не фланелька. Нет, точно? Нет. А чего? Легкое платьице, а сверху просто кофточку накинул. Это кофточка. Так, хорошо. А вот сейчас вот хорошо, кофточка, а это что такое будет? Что изменилось? Мы взяли другой септаккорд и усилили в нем. Значит, если мы взяли септаккорд, который сам по себе такой мрачноватый и угрюмоватый, но вялый по своему основанию и достаточно мягкий по квинсекстаккорду, то когда мы попадаем в терцквартаккорд, то становится безумно таким, не то что жестким, а вот именно горький, тяжелый и вот, как это по-русски сказать, ну вот что-то типа призывным таким. Нет, не призыв, а вопля, вот такое скорее значение, у него есть такой повышенный тон, самой энергии, мы вчера про Чайковского, или вот от этого идет, потому что здесь этого нету, там такой он, про то, про сё разговор, а здесь буквально вот он акцентирует внимание. Значит, опять же, если это ощущение, я так хорошо лирически говорю, опять же, полезно, мы с вами общались, а тут человек не мешает проверить, как у них это. Если это ощущение, давайте посмотрим. Опять же, посравнивайте. Сначала с чем? Вот с этим. Да, такой более плотный, верно. Чувствуете, он более такой напряженный, более... Чувствуете или нет? Сравним. Если так, квинсекстаккорд, терцквартаккорд. Кто мягче, кто жестче? Первый мягче. Он мягче, просто он какой-то печальный немного. Да. Не то, что он жесткий, второй абсолютно не жесткий. Так. Но он просто немного чего-то требует. Да. То есть, понимаете, вот она меня сейчас поправила. Например, я пошла на линию жесткости, не согласилась. И очень хорошо. Вот это очень важно, когда вот есть такой момент, когда есть такая возможность, потому что это только и продвигает. Но он точно сказал свои приоритеты. Для тебя важно, что он чего-то требует. То есть это немножко другая метафора. И это все. Главное, чтобы это было. Потому что у меня все равно будет мое ощущение. И самое главное, не навязать его случайно и не сказать, что ну как мне, почему он что-то, он уже другой совсем. Знаете, мне рассказывали мои же студенты консерваторские, что... Ну, тоже вот мы с ними этим занимались всем, и потом они говорили, вы знаете, интересно, вот мы сейчас только поняли, как это вот все, мол, системно работает, но у нас в училище был педагог, который, причем такой редкий случай, я не помню и даже, по-моему, не интересовалась фамилия, это, в общем, не имеет значения. И у нее очень развита была синестезия, звук, вкус. Не такая частая, но вот у нее почему-то, и она все время возмущалась. Ну как же вы этого не чувствуете? И она буквально, то есть для нее это было очень значимо, и ей очень хотелось, вот, то есть у нее были какие-то, видимо, такие же идеи, а это, естественно, они приходят в голову. Но там был как раз такой подход, что вот, ну как же, а мы, говорит, не чувствуем, что там, ну, не такая частая, да, синестезия, сейчас со цветом там, понятно, вот, и вот она ужасно ругалась, как, говорит, вы это не можете ощутить. То есть здесь очень важно, конечно, что если вы этого не ощущаете, а ваш ученик ощущает, в принципе, это только замечательно. Или вы подстраиваетесь, смотрите, а можете ли вы так ощутить? Или обсуждаете, знаешь, для меня это не специфично, но здорово, что ты чувствуешь так. Это уже другой разговор. Хорошо. Вот действительно более требовательный. Я согласна. Может быть, это лучшие ассоциации здесь будут. Через что? Через историю музыки, через, в смысле, не историю музыки, а через литературу, естественно, потому что так звучит. Вот, и, наконец, да, ну то же самое, соответственно, будет с большим мажорным и так далее, с малым, с большим минорным, хотя большой минорный терцквартный аккорд, по сути дела, ну, не нужен он нам, в общем, не будете вы с ним долго работать. Конечно, все равно дело ограничится основными септаккордами, ну, немножко большой мажорный там в большей степени, чем другие большие. И секундаккорд, значит, вот мы начинаем секундаккорда доминантового, да, который. Значит, что у него? Во-первых, у него какой бас? Хорошо ли слышен бас? Нет.
Обычная проблема, у секундаккорда плохо слышен бас, на уровне школы даже музыкальной. Потому что там есть секунда. Так это можно сделать и благом. То есть, если ты точно слышишь, что там туманный бас, там не секундный аккорд, там есть. Опять же, поиграться. Это абсолютно четкий, прозрачный, да, смотрите, аккорд, такой параметр. Непрозрачный, хотя очень похоже, да? Вот то самый 3-4-голосный. Есть такое, Оля? Ага, хорошо. Вернемся к 4-голосию. Когда мы делаем связки, проблем нет, и мы аккорда не слышим, мы слышим связку. Мы не об этом сейчас говорим, а опять же мы просматриваем всю линию. Значит, движение у секундаккорда куда? Вот вообще секундаккорд, он куда направлен? Он вниз направлен, естественным образом, потому что стоит на септиме и разрешается туда обычно, чаще всего все-таки бас разрешается вниз, а не стоит на месте. Поэтому возникает такое, все, что направлено вниз, связано так или иначе с большей тяжестью, с большей усталостью, потому что когда мы устали, мы тоже смотрим вниз, а не наверх. И опять же, если мы поменяем позу, мы немножко меняем свое состояние, опять же, связанные вещи. Малый минорный. Малый минорный. Вот он был тусклый у нас такой, да? Ну, смотрим, вот у нас был септаккорд, поживее, между прочим, звучит, чем это уж совсем, да? То есть мы здесь работаем уже на полутонах. И, конечно, это делается не в 2 дня сразу, естественно. Опять же, мы делаем такой вот макет того, как это может быть, поэтому я вам от души сочувствую. Просто потому, что вас так вот взяли и загрузили. Ну, у нас жанр такой, мы немножко вас используем в качестве вот такого симпатичного, живого материала. Вот. Который еще дает ценные какие-то идеи, что всегда полезно. Практически после каждого урока можно вынести море интересных метафор и идей. Это всегда появляется. Так, значит, давайте посмотрим. Вот он немножко усталый, но, в общем, такой, видите, энергетически слабенький аккорд очень. Даже в этом всего больше. А уж я не говорю про терцкварт. Смотрите, видите, какая разница, да, у терцкварт аккорда сейчас. Есть ощущение? Вот он, секундаккорд. Опять же, лучше уйти от 4-голосий, чтобы, опять же, не провоцировать их на то, что они это просчитывают. Чуть-чуть он такой сонный. Какой? Сонный. Сонный, размытый. Да, дождитесь, когда пойдут метафоры. Мы сейчас, в принципе, по идее, что надо было бы, если бы был бы живой урок? Надо было бы, конечно, остановить этот процесс и поработать с ними, вытащить из каждого это. У нас нет просто времени, потому что хочется так немножко обзорно посмотреть. Но для пользы дела это нужно было бы сделать сейчас. Вот для того, как бы мы бы с ними, если бы была бы такая работа не в жанре нашей с вами декорации. Есть еще какие-нибудь, может быть, идеи? Потому что любая метафора, она будет очень... А вы проверяете. Капли дождя где? На стекле. Глубинные структуры, опять размытость, конечно, конечно. То есть это будет либо точные метафоры, либо абстрактные метафоры, либо что-то еще. Пожалуйста, еще есть варианты? Ваша задача обязательно глубинную структуру увидеть, потому что говорить они могут все что угодно и очень хорошо. Еще. Задний ряд, что скажет? Можно, конечно, можно даже по-разному его расположить. Мерное покачивание, вот так на волнах, когда качаешься, спишь. Значит, размытость, это, между прочим, тоже размытость в некотором смысле, потому что попробуйте, сделайте снимок таким образом. Так сказать, некоторая неустойчивость в конечном итоге, вот эта сигнализация. И много чего другое тут может быть и в метафоры состояний, могут быть метафоры произведений музыкальных, потому что уж очень много всего такого, успокоительных таких интонаций, баюкающих, колыбельных, вот таких много, просто это на слуху. Все можно забрать. То есть если это будет, ради Бога. Верно. То есть мягкость малого минорного и размытость секундаккорда, вот это совмещается и получается параллельное такое действие. А теперь мы уйдем, мы немножко вчера опять же касались этого, и тем не менее посмотрим. Вот я поменяла кое-что в нем. Опа! Что случилось? Что в нем? Я не спрашиваю, какой сейчас это аккорд, я спрашиваю, что изменилось в аккорде. И меня меньше всего интересует, какой звук изменился, как вы понимаете. Что с метафорой, что с образом?
Значит, был такой у нас, все, мы сейчас бы заснули, бы уже все так, уже всем хорошо, уже сытые, все пообедали, все замечательно. Там довольно светло, но не очень, так что такое, все, это что такое-то? Тревожно. Так, появился элемент тревоги еще. Укол еще. Плакать стал. Как? Плакать стал. Так, плакать стал еще. Все, что говорите, все хорошо, все пойдет. Динамика повысилась. Так, динамика повысилась, не очень сенсорно, то есть очень обобщенно, точно, но я бы хотела, понимаешь, динамика повысилась, это хорошо сказано, чуть конкретно. Появился острый угол. Появился острый угол, это более конкретно, да, хотя, ну, как динамика повысилась, как это можно представить себе? Что такое повысилась динамика? А? Внутреннее напряжение, то есть через мышечное, да, состояние, это динамика. Потому что динамика опять какая? Громкостная динамика, мышечная. Если есть такой ответ, полезно уточнить, что имеется в виду. Потому что мы будем думать, что он имеет в виду, например, какую-то громкость или объем, а он будет иметь в виду мышцы, например. Несенсорно всегда очень опасно, именно потому что неясно, что сказано. Хотя совершенно понятно, что что-то имеет в виду точно. Так что это мышечная, да, динамика или что? Более что? Ага, более напряженная? Что такое повысилась динамика? Здесь тоже динамики много. Сравни, пожалуйста. Больше чего? Ага, больше мышечного напряжения, чем здесь. А здесь чего? Совсем расслаблена? А такая? Еще более расслабленная. Ага, то есть у него собственная шкала, пускай будет. Главное, чтобы она была. Хорошо. Еще есть идея. Острый угол появился. Конечно, тритон появился. Это и есть острый угол. Так. Значит, дальше берем пару и играем. Вот это вот одно состояние, что мы делаем? Мы якорь ставим, конечно, да. Вот мы набрали, скажем, мы сказали, там, качай волны, там, размытость, то все, 5-10, работаем с ним и закрепляем это ощущение. Взяли, сменили, смотрим, а что по отношению к этому, а по отношению к этому. Выясняем его специфику, например, набрали угол, там, укол, что там у нас еще была, обида какая-то, да, там сказать, ну да, в общем, горестная, конечно, да, плакать начинаем. Да, ламентация, конечно, будет здесь, естественно, слезная интонация. При этом еще мышечные. Вот взяли, добавили, и одномоментно это все почувствовали, и сыграли, и назвали, и ставим якорь. Есть еще какие-то идеи? Горячее стал. Как? Горячее стал. Пошли в температурные параметры. Между прочим, в коня корм. В том смысле, что обратите внимание, у нас на динамику вот сегодняшнего урока, она у нас графически даже нарисована, она естественным образом идет вверх, а дальше это называется, что полушарие раскрутилось, вот и все. Потому что дальше метафоры, чем дальше, тем больше в курсе, они сами собой будут рождаться. Это, конечно, где это очень важно. Уходя от того, что там септаккорды надо различать от чего-то, ух ты, это уже, да? Все, поняла. Значит, тогда... А это знаете почему? Потому что мы в другом временном измерении, мы все время что-то представляем, мы немножко не совсем здесь. Это обычный эффект бывает. Кстати говоря, это к вопросу о планировании уроков, я немножко потом скажу отдельно, завтра тогда, а если не скажу, вы мне напомните, о типах построения уроков. Вот об этом, в связи с метапрограммой, в связи с материалом. Потому что это абсолютно материал... Как это называется, когда вы впадаете в материал? Ну, скажите мне. Не-не-не, я не про это. Обучение с погружением, я вот про что говорю, вот слово. Да, то есть это одна из возможных построений. Да, и так далее. Я к чему говорю, что динамика совершенно изменилась, у них пошли свои ассоциации, они уже стали со мной не соглашаться, а раз они соглашаются, то, естественно, они выдвигают какие-то свои идеи и так далее и тому подобное. Так вот, где это будет важно очень? Не в сольфеджио, это исполнительство прежде всего. Если у них это есть, то они под пальцами это и изобразят. Это просто достаточно приятный, изящный, элегантный способ того, что мы добьемся интересного исполнения. Не просто тут вилочку сделает, я, конечно, огрубляю, но пользуясь только аудиальным вот, материалом, мы ограничены, мы очень ограничены.
Так, вам большое спасибо. Я думаю, что если бы мы с вами еще пару раз встретились, то вы меня просто засыпали бы своими определениями. И тогда, прежде чем мы сейчас с вами расстанемся, для вас как это сейчас было? От вас обратную связь получить? Такая обыкновенная обратная связь. Это пошло немножко. Я понимаю, что это непривычно все, много и вообще, так сказать, издевательство над учениками просто и так загружать. Вот. Но мы так играем с вами. Что пошло и что не пошло сейчас в той степени, как хотелось бы? Вот это. Параметры некоторые не чувствуют. Некоторые параметры, какие, например? Некоторые просто не чувствуют. Ну, какие, например? Вкус не чувствуешь, да? А чего? А точнее чего чувствуешь? Что чувствует, Угу. цвет чувствует. Ну, она чувствует цвет. Все, она уже все сказала. Чисто визуальный человек. Она цвет чувствует. Она его видит. Она это имела в виду. То есть, и, конечно, для кого-то будут какие-то параметры, я уже говорила, несущественные. То есть обязательно обращайте на это внимание. Ну, кроме того, что мы уже говорили, там запах и вкус – это более сложная вещь. Еще, прежде чем мы расстанемся, это все уже время действительно ушло. Что-то еще. Что пошло хорошо для вас, легко? В большей степени легко, скажем так. Ну вот это тот самый вопрос. Хвалить себя мы не умеем. Что не пошло, они скорее сейчас скажут. Ладно, не буду я вас мучить, подумайте сами. Вы молодцы. И в принципе, значит, вот я говорю, что еще бы немножко мы бы больше раскрутились, но время все кончилось уже. Остальное сами, если будете работать, можете просто сделать себе табличку и посмотреть, потому что от вас все равно эти темы никуда не уйдут. Хотите вы или не хотите, септаккорды различать придется. Даже внешне они вот сидели на каналах сначала, закрытая поза. Закрытая поза. Да. Они вчера в закрытой позе приходили, я уже видела. Да, такой приличной позе закрытой, да. Ну хорошо, другое. Конечно, нет, там много чего меняется. Ребят, спасибо. Спасибо. Так, у нас сегодня какое-то перевыполнение графика. Я прошу прощения за такие перетяжки. Во-первых, как-то действительно немножечко по времени. Не устали вы? Нет? Устали. Новый подъем. Вторая волна, да. Ну, понятно. Ну, хорошо, если нет скоро портящихся вопросов, если есть, я могу ответить по этой части. Значит, еще раз я хочу сказать, то, чем мы сегодня занимались, это, в принципе, конечно, на уроке вживую делать нельзя в таких объемах, потому что это перегрузка, конечно. Это чистый вот такой демонстрационный вариант, и это должно быть, конечно, сосредоточено, и это должно быть лучше подготовлено, потому что должна быть серия. Во-первых, ученики должны быть введены в этот процесс, просто потому что они должны уже быть готовы к тому, чем, собственно, оперировать. Они же привыкли совсем к другому. Вот, поэтому здесь такой немножко натиск был естественным образом. Но они молодцы, они в конечном итоге, обратите внимание, была зона такая, то есть было вхождение, потом была такая зона штиль. Потом вот эта зона прошла, как я говорю, это проходит, и потом дальше возникает, в принципе, то, что с фонтанированием уже связано, и уже им легче, уже служит легче, и уже другое. Вот то, что второе дыхание, я думаю, что это не в том, что вы занимаетесь самовыживанием, но просто потому, что это общие процессы. Вот, так что мы на этом тогда с вами сегодня заканчиваем. Вот, и завтра продолжим уже на другом материале. Спасибо.